нашему селу 500 лет. Достойная своему музею. Благодаря активности клубных работников вы уже собрали определенное количество экспонатов, которыми пользовались наши предки. Они находятся в клубе. Здания музея пока еще нет, самого музея пока нет. Мы вместе с вами будем его создавать. Сегодня у нас есть хорошая команда. Мы, значит, найдем место под музей. О каждом экспонате будем... Вы уже о них много знаете. Мы сделаем альбом, напишем книги о них, стихи напишем. В общем, пожелаем удачи нашим работникам по созданию музея. Вот наш музей, это вот начало. Благодаря активным жителям нашей деревни, особенно заведующего нашего клуба нашей деревни, она в команде проекта, вообще команда, Екатерина Лизулина, собрала уже достаточное количество. Ну и мы не жалуемся, что нам хранить негде. Мы найдем. Мы в мечети будем хранить, и в школе класс найдем. Здесь только счастье. И вот сейчас я расскажу, дорогие друзья, для чего, как они использовались, про каждого хозяина, как развивалась, как динамики, как в анамнезе вот эта штука. Теперь чем ее заменили? Зданию 90 лет. Его построили, когда мой брат родился. В 1932 году. Вот брата в этом году не стало, в апреле, в 1991 году моего, а клуб еще живой. Наши колхозники бригадами ездили помогать в Челябинск городу, бартером взамен их работы нам из Челябинска подарили вот этот клуб. И это называется челябинский метод стройки. У вас углы не так вот срубы делают, а вот так вот. Угол по-другому посмотрите. Это челябинский способ называется. В этом клубе мы вот росли, стали вот такими крутыми гармонистами. Каждая семья делала свое масло. Даже 1000 человек жили в нашей деревне. Около 1000. Недавно. Каждое масло бойни. Ее делали сами. Каждый говорит, все делали, кто здесь участвовал, все это делали. Да, все. Они были разными, высокие и низкие. Пуга называется по-татарски. Вот ее делали вручную, дарили на сабантуй, на подарки. Молодые замужние невесты, их труд. Вот в 1897 году, значит, кто-то подарил на сабантуй. Принесли в музей. Видимо, хозяев нет, и в другом случае они дома хранили, себя передавали своим младшим поколениям. Видимо, кого-то вот Зульхабиряби, да, ее уже нет, к сожалению. И Фатхуллавы, ее уже нет. Вот они, добрые люди, передали в музей. Татарские шобага. Это вот пользовали наши бабушки и дедушки при сборе урожая. И таким образом зерно собирали. Вот видите как. Комбайнов не было. Еще при мне вот, первый комбайн, который сам молотит, сам убирает. При мне такой комбайн пришел. До этого у нас трактор был вот этот металлический, колесами. Лафет назывался. Вот на таких санках возили соль из Елабуги пешком через Вятку.
Дети, вы знаете, что такое музей? Нет. Нет? Вот наши дети не знают, что такое музей. Вот смотрите, это лапти. Эти лапти раньше одевали наши дедушки, бабушки. Чтобы вы это знали, для нас нужен музей. Да, нам музей нужен. Музей, большой музей нужен. Чтобы мы там собирали все экспонаты, чтобы мы знали историю, как наши бабушки и дедушки жили, как они работали, как они варили кушать, как они отдыхали, как работали. Мы об этом будем знать. И на этих знаниях потом будем строить свое будущее в развитии. Правильно? Вместе с вами. Вот раньше тоже были гитары, но немножко не такие. Из лошадиных волос делали из дерева, деревянные настера. Они у нас тоже будут, мы их найдем. За каждый предмет, который будет храниться в нашем музее, в анамнезе, о истории, кто как с ним работал. И теперь на что их заменили. Например, печи уже нет, а ухват куда девался. Или как вот об этом мы будем делать альбом. И вот на это будем просить грант у нашего фонда президентских грантов. Или, значит, президентского фонда культурных инициатив. Господа, у нас команда сильная. Будем делать альбом. Вот интересные вещи же. У нас много что еще хранится в других местах. Но нет пока музея. Нет здания пока. Но мы сдадим, нам помогут. У нас есть друзья. Я вот встречался в детском саду с детьми. В день деревни гости. С гостями, значит, у них интерес был о экспонатах, собранных завклубом. Спрашивают, откуда, кто. Мы им, значит, с завклубом объясняем, что историю села, чтобы знать, мало знаний. Есть у нас много. Вот в мечети хранятся то, что наши бабушки, дедушки читали, литература, ее полно. У нас еще больше есть там в шкафах, в сундуках, в чуланах хранятся. Но экспонаты, они больше говорят о нашей истории. Когда ты потрогаешь то, что, чем жили наши предки, ты духом своим, сердцем своим прикасаешься к тем годам, к тем событиям, к той истории. Поэтому все просят, когда музей будет в деревне. Вот как вы считаете? Вот у меня даже вот в книге вот о нашей деревне, она издана на средства фонда президентских грантов. Вот фонд президентских грантов. Там даже написано, что уже 50 лет назад наши отцы мечтали о музее. Потому что они же видели и вот старики, которых мы еще знаем сами. Первую мировую войну прошли, гражданскую войну, японскую войну. Мой дед прошел тоже. И ваши также. Великую Отечественную, колхозы строили. При Гагарине они жили. И вот все это они хотели сохранить. А мы чем хуже? Заведующий клубом собрал много очень экспонатов. Теперь уже она отказывает, пока говорит, не несите, пока у нас места нет. Все просят, когда кто-нибудь займется вот этим делом по музею. Вот как вы тоже за, да, чтобы музей был развит? За музей, да, за. Почему нет? Все за. Стоит огромное дело. Создание музея. Нашего сельского.